Ребят, всем привет. В общем, нарисовывается тут заварушечка такая. Есть у меня корешок близкий, Даймир. Вот. В свое время на канале он частенько мелькал. Ну, поменял работу, в общем, и с работы сейчас у него очень редкие выезды. Но все же постоянно на телефоне, я его постоянно зову, говорю, приезжай по Налиму, просто приезжай там, побалдеем как бы. Все некогда, и что-то звонит: Андрюха, готовься, едем. В общем, созвонились, говорит, еду. Я говорю, ну, без проблем, что, будем встречать. С утра уже такой движ, приехал в деревню пораньше, сборы. Вот, и получается, Даймир очень любит рыбачить на фидер, естественно. Много чего, ребят, нахватался я от него в свое время. Даймир у нас волжский фидерист, так скажем, с пониманием. Вот. Ну, тут я, говорит, приеду не один, приеду с корешком. Я говорю, да не вопрос. Вчера вечером говорит, что подъедет и еще один. В общем, ребят, 4 человека, это уже толпа, это уже банда, это уже такое себе не рыбалка, конечно, но все же есть точка, где можно сесть именно как раз 4 человека, даже 5, скорее всего, и порыбачить на фидер. Я, как встречающий, ребят, организовываю пацанам небольшой отдых. Понятное дело, что 4 человека, мундирование мне в принципе есть, но я просто столько не увезу, ребят. 3 человека поедут сейчас, это 300 килограмм, плюс шмурдяк. Ну, понятное дело, ребят, далеко не уедешь. Лодка у меня хоть и длинная, хоть и большая, но грузоподъемность, ребят, она уступает, нежели ПНД, допустим, с ПВХ. ПВХ, понятное дело, грузоподъемность у нее больше. Ну да ладно, ребят, ехать недалеко, точка интересная. В данные условия она к нам подходит, так как там в основном нет тяги, соответственно, нету травы, грязи. Можно посидеть, покидать легкие кормушки. Ну и в общем как-то так. Время 9 утра, ребята, к 10 должны подъехать. Я, в принципе, готов. Осталось подсобрать продукты. Ну и поедем, побалдеем. Так что, ребят, такое будет типа как соревнование. В общем, сядут 3 человека точно на фидер, 4-й не знаю. В общем, попробуем покормить, покидать. Может, что добудем. Ну и опять же, ребята, это отдых будет. Будем кушать, будем сидеть, разговаривать. Так что вот такой, ребят, выезд. Специально не беру пилу, не беру печку, так как холодно, ребят, у нас. Июнь вообще капризный. Сейчас денек был хороший. Сегодня вот как ни на есть выезд, а погода испортилась. В общем, вчера было 20 с лишним, сегодня, ребят, 13 градусов всего, ночью будет 5 градусов. Ну, беру палатку, ребят, беру хорошие спальники, в общем, не замерзнем, если кто хочет спать. А так, в целом, не отвлекаться, посидеть, именно побалдеть на кресле, порыбачить. Все, ребят, давайте со мной, кому интересно, полетели. Жду парней ну и на реку. У меня уже все готово. Лодка заправлена, в общем, такие дела. Огонь! Давай убавим даже, я думаю. Вот так вот клево. Вот так нормально. Сейчас обжарю грибы с луком сразу. И картошка потом пойдет в ход. Ну, в принципе, быстро. Тут сложного-то ничего нету, заготовочки были уже. Можно было и картошку дома, скажем, порезать, но это уже было уже лентяйка. А мы, парни-то, суровые. Так. Ага. Ну, сейчас грибочками-то как запахнет. А тут у меня, короче, Женька понял, смесь. Белые и красноголовики. Я делаю, короче, знаешь как? Белые, красноголовики и делаю смесь. Ну, бывает так, короче, ну... Как собрал, короче. Бывает, принесешь корзину белых, заморозил. Бываешь, и тех наберешь. И как бы там уже, ну, все, ход идет уже. Не буду же выбирать, правильно? Все. Кстати, когда на Ваде были с тобой, справлялась она нормально. Ну вот, это было 0 градусов. В остальные походы
В минусовую это все, это беда. Ну что, пошло дело, картошечка. Ну, в принципе, я бы вот это же прям сейчас сел и ел уже нормально. Но она еще не готова, такое, потому что куски я специально нарезаю большие. Дело когда-то меньше, и ужариваются, и потом как будто нету грибов. И не хватает грибов. Бляха, сейчас я не знаю, маханул с картохой, не маханул, управимся, нет. Я думаю, управимся. Куда наша? О, песня. Все четко, все вообще шикарно. Солим сразу же. Вот сейчас полностью солим. Примерно на скидочку. Так это много. Ложечка. Ну, пересаливать не буду. Лучше досолить, чем пересолить. Потому что просто с меня будет. Столица приедет, скажет, ты что, попутал, скажет. Так, и кнор, вот этот, специи, вот это, траву я сейчас добавлю. Вот это, она вообще в тему будет к грибам. Будет просто шикарно. Побольше даже. О, все, песня, ребят. Сейчас томится. Ну как, жарится на малом огне. Потихонечку, помаленечку. Так, ну что, у нас ужин готов. Ребята, картошка жареная с грибами. Все здорово. Птичка нормально. Едем за Дамиром. Хороший мы рыбалик. Всю рыбу так и так не поймает. Опа! А на улице-то огонь. Даже намного лучше стало. Такие волны, ребята, сильно не погазуешь. Когда Женя там бил тропу, получается, ну, где-то он газовал, где-то и собака рыла, и вот такие волны получаются. Собираемся по ночной тайге, ребятушки. Ох и красота! Мама родная! Раскидано уже, да? Да, все раскинуто. Ну Кстати, что? блядь, с этих фанфуриков вставляет нормально. Я с 2 штук, блядь, что-то мне так дало, интересно, блядь. Ну давай, тост тебя городской. Скажи что-нибудь, я не знаю. У меня только хорошие впечатления. Спасибо за рыбалку. Блин, так встретили, все душевно. Не, братан. Договорились. Да. Вот. Рад познакомиться с Женькой. Андрюху уже не один раз рыбалили. Да. Ну, я думаю, не последний, правильно. Ну, конечно. Будем продолжать все это дело. Кстати, вот вам познакомиться по поводу фидера, это вообще беда будет. Состыкуемся? Кстати, на свои места, на вы там пригласим. Кстати, у тебя шмурдика-то много, а у него мотоблок. Загрузил и погнал. Там красота будет. Ну давай, хлопцы, что? Давай, спасибо. Ваше здоровье, Женя, давай. За гостеприимство. И картошечка, что? Все отлично. Давай. Сковородка, конечно, подвела. Ну, не могу вообще готовить на ней, она все сразу прилипает. Ну, стаскал уже вещи, ребят. Так, плюс-минус. Еще, понятно, пару сумок с дому. Взял прикормки, целую сумку. Посуда, а здесь снасти. Естественно, кресло, от парней кресла свои. Палатку взял небольшую. Хотел, конечно, большую брать, но думаю, и так тяжко. Здесь чисто спальные принадлежности, там спальные принадлежности. Фидера, стол большой. Ну и, в общем, как-то так. Так, все, порядочек. Буду грузить Тофика, ну и Дамир на машине. Там, потому что тоже вещи, скорее всего, такие дела. Водомет, ребят, кстати, ждет своего выезда, выхода. Вот, кто-то спрашивал, где, что. Вот, ребят, стоит, отдыхает. Вода большая, нет смысла жечь топливо на нем, пока справляюсь на винте. Ну, водичка падает, скоро-скоро понадобится.
Женьковская, где ПВХ тоже здесь раньше болталась. А? Там она стоит. Там в начале. Здесь только самые крутые памятники. Да? Не безразличны к этому курсу. Ну, есть такое, да. На которых стоит, да? Он уже вареный, переваренный. Вещей, ребят, очень много. Плюс втроем. Я, наверное, сначала вещи отвезу. Хотя, в принципе, можно так спуститься. Сейчас посмотрим по загрузке. И будет видно. Что, это типа все у нас? Да. Да? Да? Да, покатим тогда. Да, потихоньку. А оттуда можно, да? Находку сделать. Доползли, ребят. Потихонечку, помаленечку, но доползли. Я поднялся сразу дров посмотреть. Что-нибудь тут можно сухое надыбать. Тут там такое, как старица, получается, идет. Неудобно очень. Вот. Думал, или съездить куда-то, или что-нибудь найдем. Найдем, наверное. На ночь хватит. Все. Разгружаемся. Здесь немножко поставим, а остальные там поставлю возле этого, возле лагеря.
закапывать не буду. Тепло. Последний желится, ребят, и он здесь провалился прям хорошо. Хорошая глубина и течения нету. Блин, надо было чуть сюда ближе, наверное. Но это опять же по щуке. По налиму-то, в принципе, разницы нету. Ну, посмотрим, что. До вечера, что у нас тут постоит. Ну, место что-то мне не понравилось. Течение. Ладно, что, едем к Дамиру. Там, наверное, ниже, ребята. Плёс я поставлю. Ну что, прибыл на лагерь. Тишина здесь, ребята. Вообще. Вот с утра сразу же поклевочка. Сейчас проверил комбайн. Ничего такого интересного. Не пожмякано, не пожевано. Странно вообще. Мужики в Курю поехали, там плотва, говорит, клюет. Ну, мы как бы хотели сегодня вот именно по Ильцу попробовать, по головлю. Печалька. Ну что, ребята, все, вот здесь плесик проставили сейчас Дамиром в 2 бура быстренько. Десяточку поставили, вот так, в шахматном порядке. Воронье что-то ругается. Ну, здесь такая 1,5 метра глубина, ребят, с-подо льда где-то, наверное, вот сантиметров 70. Самый раз такой вот налимий, такой вариант. И песок здесь. Все, ладно, что, обед. По яйцу, конечно, тихо. Голавлик тоже молчит. Не знаю, может вечером, конечно. Охота, конечно, охота, блин. Погода такая. До этого ребята ездили, ловили здесь. Ну и вот комбайн я вот вначале показал, ребята, что сработан был. И вот мне прям спровоцировал вот сюда приехать. А так шикарные места, ребята. Очень красиво. Там бор. А здесь такой ельняк молодой. Очень круто. Надо пообедать. Что-то перекусить. Вот у меня есть, кстати, приколюхи. Таня, если будешь смотреть, братан, привет тебе огромный. Вчера заезжал из Брянска. Целую коробку приколюх подогнал. О, парнишка. Рис курица с овощами. Каша дрожжевая рисовая со свининой. Чехотбили из курицы с гречкой. Что будет, братик? Что-нибудь буду? Я рис с курицей. А ты давай чехотбили с курицей. И потом на десерт. Перемеши. На десерт надо варить. Просто сейчас на тебе денег прям положим, а не проверим. Да? Что-то, ребят, достали плитку, а что у нас? Вон плита-то есть. Что-то я тут замутил не то, блин, пальто. Ну, подвинули. Не знаю, теплообменничек. Ну, по мне, как будто дровяная печь, это все-таки она самая, наверное, эффективная. Как ты думаешь? Нет, ну... Я Здесь потом... в том плане, что как бы за ним смотреть не надо. Включил один раз. Ну и да, всё, да. и Или, он допустим, да, еще. кочегарит. Или, допустим, ты где-то там на водохранилище, да? 10 километров туда, 10 километров туда, там, допустим. Да. Хотя сейчас, что эти брикеты, Ну, как бы, вопросы допустим, решают. тут для этого состояния, для этого вот этой рыбалок, допустим, для меня нужно постоянно лес тягачу. Здесь постоянно лес, как бы дров, с дровами проблем нет. Да, конечно. Это я не в средней полосе на рыбалке, где там, Кусты. да, кусты, да, чтобы лес найти. Ага. Че, бахнем? Да. Смесь. Да. С одной стороны, смесь походит нормально. Ну, это, конечно, она, в принципе, и для мяса, и для рыбы все подходит. Да, Достаточно. вполне. И, братан, с водичкой? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Да. Что-то я забыл сметанки. Майонез есть. Майонез? Мгм. Майонез чуть-чуть. О, хватит пока. Явно.
Что, братцы, у нас обед. Ой. Сегодня по-домашнему. Так, на стояк. Да. Немножко покушаем. Ну, реально уже охота есть, в принципе. Обед уже. И мышей. Охота была, как мы только выехали уже. Ну да. От свежего воздуха. Всем приятного. Да, всем приятного, ребят. Давайте тоже. Так, ладно. Чем богаты, тем и рады, да? Чем богаты, братан, тем и рады. У тебя что? Ну, пшенка, да, что, пшена у вас есть на двоих? Да, да. Точно есть? У меня что, вот пшеночка, соответственно, что здесь? Не только пшенка, у нас здесь вот. Перловка или что? Да, Ага. перловка, соответственно, да, и еще кукурузка. Все, отлично. Кукурузная мука. На, как его, клубничка есть, братик. Универсалочку бахнем. Крупный, Костя, иди тоже мешаться. крупный лещ. У тебя здесь нормально. Так, это у нас мусор. Надо водичку набрать. А я сначала так бахну. Так. Пшено есть, да? Хватит, да? Я шайбу тоже большую сварил, думаю, мало ли кому-то. Не, можно. Блин, на, пока это, у меня мокрые руки. Сейчас, подожди. О, тогда воды не надо. Да, с пшеном, возможно, даже и не надо будет. Что это у тебя такое? Давай. Меласа? Да. Надо, ну, чуть-чуть дать. Я, наверное, в универсалочке от Миненко бахну. И заправим все крупным лещом, наверное. Костяну вон, видишь, клубничку на плотву сладенькую. Нет, плотвы ему не надо. Не надо? Очень люблю. Что тут? Ну, бери что-нибудь. Я не знаю, что можно. Любого. Вон, бери. Я вот старые добиваю. Давай. Так, братан, брызну, да, говоришь? Конечно. Чтоб Надо. аппетит был. Угу. Всё. Конечно. Конечно, конечно. Опять чуть-чуть. Ага. Ага. Интересный замес. Не, мне просто вот эти. Видишь, панировка разноцветная. Вот самое интересное это. Сейчас. Здесь добил. Так, ну мне пока хватит, короче. Червячок потом угощу. Ну и опарыш у меня стабильно. Все, нормально. Так, ребят, ну что, потихоньку так раскидали вещи. Ветер, конечно, день еще. Мы поехали рано. Ну, решили пораньше заехать. Сегодня выходные, в общем, народу будет. В общем, недалеко, возле деревни. Местечко лайтовое, рыбка здесь есть. Так что посидим, побалдеем. Немножко так закусили, выпили уже, прикормочку готовим, располагаемся, дрова, в общем, ребят, так. Особо ничего не снимаю. В общем, вечерком ветер стихнет, будем рыбачить. А так красота.
Ну все, ребятки, что у нас? В принципе, все готово, отмерились. Дамир по центру. Я тут справа. И Костя у нас возле лагеря, по-моему, получается. Вот. Но у нас еще люди будут, я так понимаю, приедут. Не знаю, будут рыбачить, не будут. В общем, как-то так. Все. Отклипсовался. А вот. Старточный закорм делать не буду. В течение рыбалочки. Время много. 2 часа. Сейчас пообедаем горячего. И начнем рыбачить. Такие дела. Что ты, братик, приуныл? Я приготовил поводок. Ты что думаешь, с какого номера начать? Нет, я думаю, как чисто поводок на плетенке, на 16-й плетенке. Ты все не... Отошел от от лески. Вот сейчас в последнее время чисто плетенку. И что, нормально? Так же берет. Ну, посмотрим, что. Ну да. У нас же соревновательный. Что, Костян, как настроение? Настроение замечательное. Будем обедать горячим? Обедать горячим обязательно будем. Давай начнем. А потом порыбачим. Вот он, кстати, пень еще тоже валяется. Он трухляв. Да? Ага. Ну тогда залезу, потом попилим. До пня не дошел, я его только. Посмотрим. Я так помню, прошлой рыбалки движуха где-то часиков 7 вот так вот. Нашлась, конечно, что-то другое. О! Так. Пятерочек, конечно, да? Ну да, может за палатку хотя бы. Я тоже думаю, может за палатку. Ну да. Прям запотел его. Фасоль по-мексикански будешь брать? Да, давай. Прикольно. Кости тоже фасоль тогда. А я гречку с овощами. Фасоль по-мексикански. По-мексикански. Этот, я пересол ем средства, ну, к сожалению, да. Ничего не могу с собой поделать. Да, обед. Так, господа, ну что, начнем. Закорм. Покушали. Перекусили быстренько. Начнем, ребята. Кормиться тоже. Ну, замешался, как обычно, пшено. Все стандартно, ребят, патерностер. Кайдовский фидерат 360. Аргент фидер, катушечки 6000, ребят. Поставил 90 грамм, не знаю, думаю, будет держать. Поводок флюрокарбон 18, сантиметров 80, наверное. Начнем с опарыша. Я обычно на 2 фидера рыбачу, но тут у нас соревнования, у ребят по одному, так что не буду ставить 2, чтобы все честно было. Тут трактор работает, ребят. Конечно, шумит, неприятно. Ну, деревня рядом, ничего не поделать. Так, ну что, пробуем. Ветерок, конечно, плоховато. Даймер тоже полетел. Это первая полочка. Да. Это вот эта первая полочка.
Первая полочка есть, братан. Первая полочка, да. Оп. Оп. Плотвичка. Первая есть, ребята. Их. Закрываемся на засов. Что, пока дождик, можно и делами позаниматься. Охота рыбачить, прям охота. Можно раскладушечку поставить, столик. Все дела. Сейчас, потому что я чувствую ливанет. Погодка разыгралась. Ё-моё. Да. Но это сейчас быстро пройдет. Это нормально. Дамир там, блин, не знаю, не заходит под зонтом. Ливанова. Ну, есть повод ужин приготовить. Точнее, обед.
Так отдыхать можно. С домом. Ну да. Алена Сергеевна, салаты твои для ложка зиме кушают. Не только в лесу. Ну все, ребят, смотрите. Огонь, погода. Вот туча ушла. Кто сказал, что тут крепануло нас? 15 минут, ну нормально так. Ветер такой был, что вообще повырвало там все. Все, а у нас все сухенько, чистенько. Сейчас как раз и палатка будет подсыхать под вечер. Ладно, идем дальше. Продолжаем. Покушали, перекусили. Идем дальше. Подлещик. Подлещик. Да. Вон какой красавец, ребята, летает. О, зверь-машина. Мелочевка какая-то. Мелочушка. Подлец. Вот этот дальний край начал кидать туда. Подлещик. Да, ладошный, правда. Так, все же мы, ребята, пытаем счастье по щуке. Короче, сейчас поменяли немножко тут монтаж. Дорогая у нас густерка. Живец другой. Заводи. Двойничок маленький, конечно. Ну, Других в магазине не было. Ну как-то так. Все, натягивай. Вот. Все, отпускай. Вот она, пошла. Груз поменяли на закидухи. 200 поставили, чтобы не тянуло. И сейчас она там будет сама. О, смотри, смотри, что делает, братан. Все, пошла на свое дело. А вдруг повезет. У меня тут поклевка, ребята. Ох, жесткая. Пока там возимся. Поклевка. Карась, братан. Да, наверное. Заводить. Я туда не спущу. Так хоть подкинуть я. Да, карась. Ой, вторая разловилась, слышь?
Молодец. Красава. О, хорошенький. Вообще. Ох, смотрите, братцы. Ой, какой. Ой, какой. Ох, съел мой бутерброд. У нас еще щука, судачок, И сазан, да, братик? фазан. Вот, смотрите, друзья. Ну ничего не лапти, а. У нас 2 уже есть на жареху. Круто. Кабанчик. Кабанчик. Отлично. Здорово. Друзья, какие красотки попадаются здесь тоже. Не как на Волге, конечно. Малышки были, но вот размер великолепный тоже. Много подлещика, ребят, мелкого, среднего. Ох ты, сорога какая, смотри. Красавица. Вообще огонь. Смотри какая. Волжская пятнистая, ребят, смотрите. Это нормальные пятна, да, братан? Это не силикер, ничего. Ух. Красота. Ух ты. Ага, карась. Карась, братан. О, куда тащит, смотри. Ну он тоже боец. Да, он прет прям туда. Эту перетягивал, этот взял. Давай, давай, заводи его. Да, сейчас буду поднимать потихоньку. Третий, ребятки. Ух! Профессионал карасевый. Вообще. Мне надо было на Волге родиться, братан, а не на севере. На юге севера, где с рыбалкой плохо. Я бы со своим временем, со своими этими... Блин, смотри, плохо, братан. Он вообще выплевывает махом. Ну, Только успел. как его? Натяжение чувствует и выплывает. Да. Смотрите, ребят, какие кабаны. И главное, что интересно, берет на пары. Успел, он прям бам-бам, надо вот резко его, хопа. И то он за губеху взял его. Вроде карась, наверное. Сейчас достану, наверное. Что-то уже, что-то на что-то похоже. Подъязд. О, подъязок. Это еще, наверное, отпускать не буду. Смотри сам. А ты бы отпустил, да? Ветрено, ребят. Пока не получается рыбачить. Так бросаем кормушки. Мелочушка лупит. Будем ждать вечера, когда все успокоится. А так да. Шнур провисает. Фидер ходуном ходит. Тяжко пока. Ну, закормимся зато. К вечеру будет уже все готово. Так, ребят, ну что, пока ветрено.
Решил я, короче, дровишек привезти. Что-то по палисаднику походили, так себе. А у нас там мясо, не мясо. Барбекю, не барбекю, как бы. Надо хорошие дрова. Поеду там где-нибудь попилю, что-нибудь найду нормально. Парни в палатку легли, отдыхают. Я говорю, давай, высыпайтесь. Такие дела. Так, ребят, ну все, вроде как-то дела сделаны. Приехал у нас еще один человечек, Руслан. Ездил, забрал его, привез. Поставь ему, да. Конечно, что, пускай балуется. Вот. Пацаны особо тут многие не рыбачили толком, так особенно первые азы, так скажем. Вот. Так что все, ребят, время 5 часов. Потихоньку начинаем рыбалку. Так, не спешонько. Заехали сегодня. Вот. Ну все, красота. Так, первый пошел, ребята. Шпана, смотри. Ляпочки пошли. Вот такие сейчас должны выходить уже. Первая ляпочка, ребятки. Красота. Что за у него там мотор такой страшный? А, на прикормке стоит. Отлично. На килограмм, Андрю. Ага. Вот он, килошничек. Мы сегодня ловим шпроты. Вот он, килошничек. Пришел.
Да. Оп. Окунек на червя. Червя только поставил, сразу хищник бахает. Любят они мясо, блин, зараза. Окунечек, окунечек. Да. Давай, иди отсюда. Мелкий засранец. Ой, лепота. Вырвался паренек на рыбалочку. На свою любимую. Так, а мы сейчас закроем его. Парочку опариков. Кормим, ребят. Пока кормим. Как покормишь, так и положишь. Поехали. Возьми там прикормки, полный пакет. Где он? Там увидишь. Вот ряд. Справа.
Что-то гуляет. Сазанчик, что ли? Взяли, нет? Нет, не такой крупный. Не хочет выходить. Карась. Карасик? Да. Ой, ты красавчик, иди сюда. Оба. Опа. Ну, Андрюха. А там хорошо, заглоте. Оба. Ух, Вот он, карасик-то. Пришел. пришел, друг. Хороший калач, смотри. Грамм 600, наверное. Калач-то хорош. В руку-то въебал, ты как? Ага, без этого плохого русского. Отлично. Утренний карась. Натяни. Великолепный. Смотрите, ребятки. Ну такой грамм 600, да. Хороший кабан. Такого вот только на сковородку одного положить можно. Утро, 6 час, вот поклевка. Вот одна, наверное, из единственных, которая нормальная поклевка. Не считая там плотву и головля, которого поймали. Вода ужас упала, не знаю, по тому берегу, если видно, вот до кустов, до краев кустов вот была вода. Вот она просто упала на сантиметров 70, наверное. Вот эти кусты в воде были. Садок у нас вот с этой кочки был. Вот мы сейчас перенесли его немного. Вот эта вода все ушла. Охренеть. И точка сейчас поменялась. Трешка была, сейчас двушка. Птицы поют. Вот ряночка. А уже жара. Уже жарко. Дамир взял. Смотри, это сазан, братан. Ну, может, карась хороший. Да не, сазан. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Готовь, Да. сейчас буду поднимать. Не хочет? Ох, килограмм. Куда ты его выпер, братан? Есть килограммчик. Ух, еще крупнее. Красавчик, братик. Красава. Красава. Блин, а чё не сазан-то, а? Ё-моё. Да? Да, это лапоть хорош. Кормили не зря ночью. Блин, он еще не берется нифига, как обычно. Кабанчик, да? Да, колобок Вообще жесткий. сейчас жесткий колобок. Просек нижнюю. Смотри, все, чуть-чуть бы и убежал, блинчик. Добре, да? Вообще. Вот хвост, ребята. Я думал сазан, бля, нет, килограммовый карась. Вот он где. Тут не одни ребята, мы троем тут. Вот, вон, посмотрел карасика и обратно на деревце себе. Он видит, что дергается что-то, он пошел на разведочку. А друг говорит, хлопчики мне подкинули кого-нибудь. Вот так вот. И сидит, короче, там. Живет он. Всю ночь там сидел, спал. А сейчас карась дергается, а он, короче, посмотреть вылетел. А вот так, друзья, видели? Река пошла в другую сторону. Сейчас, получается, вода опять будет подниматься. Да. Смотрите, какое течение. В обратку все понесло. Вот так вот тут мигрирует вода. И к этой воде надо подстраиваться, чтобы отловить, получается. Вот коряги опять поплыли. Только теперь в обратную сторону. Ну, мелочушка какая-то, Тамир. Река замедляется, да. Мелочь, походу, опять. Наверное, окунь. Куда-то туда утащил же. Да. Окунек. Чуть-чуть покрупнее. Чуть-чуть покрупнее, говорю.
Окунек. О, мясо. Нет дождя. Мясо. О, смотри. Да, огонь. О, беленько. Все отлично. О, отлично. Да. Чего, горячо? Будете в Сальдовкале? Дамирушку наберете? В баньку. Слушай? Да, нормально. Я хотя не уважал. Что там, братан, говорил, на самую маленькую? Ты говорил, на самую маленькую, говорю. Это ты сам поймался? Это вообще, как ты это выдернул? Как-то так. Ну это вообще, вот это приз сразу. Да, зрительских симпатий, да? Да. Жесткий причем. Вообще капец, блин. Вот поставил червя и, пожалуйста, ёрш, блин. Сейчас бутик сделаем. А где ёрш, там лещ. Так-то да. Я сейчас, кстати, на закидушке, когда с Ларисой ездил, на ночь червей, как его, червей наставил, потому что клевало на червя, и пошел спать. Утром проверяю, у меня из 5 закидушек на 3 налимчики висят. Налимчики? Да, чтобы ты понимал, что вода еще настолько прохладненькая, что они еще даже активничают. Так что тут тема такая. Есть, да? А, что-то мелкое там. Ну. Ах ты ж, Опа. сука. В бассейне, вон она. Ага. О, вылезла, смотри. Глуши! Все. Прыгай на нее! Да вот. Да хуй с тобой. Костян, не твоя рыбка, понял? Ну, большая? Да Ну, вот чуть больше в ладони. да, как раз такая и была, да. Только заказал и проебал. Так. Ладно. Что-то началось движение, да? Да. Чуть по чуть. Костян, подведи сюда, поближе. Кончик возьму. Давай. Ага, спасибо. Ну что, взял ляпочку, не? Да нет, походу, сука, сорвалась где-то на полпути. Не чувствую ее. Бля, так сидела же вроде. Дай крючок, что ли, поменять, что-то не цепляет. Не тащу все-таки кого-то. Ага. Блин, слушай, не. Ну это поклевка была. Вон сход, ничего нету, видишь? Я закрутила. Не, вот это уже был подлещик, точно, 100%. Ага. Слушай, ну надо кидать. Сейчас хряпнем да вперед. Костя, давай выше подвинай. Там. Блин, порог пройдем. Не спеши.
О, давай, давай, давай. Подожди, хорош, Костян. Все, красавчик. Есть, есть, Костян, ляпа твоя, есть. Есть, красавчик. Вот они такие убрали у тебя. Вот они такие брали. Отцепляй его с губы. Но, слушай, ну тут уже полкило. Я тебе скажу. Все, четко. Держи рыбейку твою. Красавчик, Костянчик. Я говорю, вот эти поклевки у тебя и были. Да? Это плюс-минус, может даже крупнее у тебя был. Все, отлично. Рекосмен, Дамик. А ты сидишь, блядь. Ждешь. Вот. 3 поклевки у него сейчас такие были. Вот они и есть, блин. Подлещики уже такие более-менее. Давай, Костян. Только мимо не закинь. Да я вот тут постараюсь, ничего тут надо. Красота. Такой грамм 500 уже все. Подлещик. Самый настоящий. Да. Их не надо было закрывать. Ой, нифига себе, как он открывается. Опа. Давай, кидай, кидай, кидай. О, рыба, блин, рыба, ё-моё. Первая рыба какая-то, что ли? Отлично, отлично. Ну, говорю, тут Костяна, у тебя-то они были вот такие поклевки. Да? Да-да-да, это подлещик. Что там смывать-то будешь, нет? Корм еще этот не вымыл, а сразу поклевка. Густерка тоже. Ну пока, друзья, мелкая гусера, рано еще. Живца поймали, да и ладно. Он уже 3-й на запас. Надо поймать щучку хотя бы, или судачка. Пока, ребятки, мелочь, рано. Поставим лагерь. Сегодня апартаменты чуть поменьше, чем на Волге у нас были. Ну, ничем не хуже. Дамир, забирай чехол. Вот так вот клево, говорит. Вот так нормально. Полик сейчас растянем. Полик, ребята, растянем. Все будет как в лучших домах.
Так, спальник номер 1, номер 2. 2 подушки и ковры. Тут еще походная подушка, топор. Ну, зато нормально. О, шикарно. Да, жилеты, кстати, туда же. Да. Постоянно их используем. Что не валяются. Мягко. Ну что, у нас тут сегодня стол такой прям царский. Решили мы немножко перекусить. Дамир салат рубает. Спиральку запалим. Что тут? Хмельного налили. Жара стоит. На севере, друзья, жара. У нас северные люди очень тяжело переносят жару, конечно. Жара такая, не южная, знойная. Да, у нас, чтобы вы понимали, прям так, ну, жестко прям. Как-то, не знаю, переносится. Вот у меня мама прям в коридоре спит, просто не может. Вентилятор, блин. Кондиционеры в машинах, люди бы заболевают потом. Ну, в общем, сейчас с варганем перекусить. Что-то рано мы тут в бой ворвались. Салатик. Дамир тушенки, кашки перловые привез. Согреем сейчас. Кусочек. Ты не так делаешь? Нет, шинкую. Ну, на доске. А зачем вода лишняя? На доске, так? По-крупному? По-таежному? Ну да. Ага. Что, зажигаем? Да. Ух ты. Жара, все бурлит, все пищит. Кашка. Не знаю, перловая больше всего мне нравится. Ну, мне тоже перловка заходит. Вообще классно. Именно вот эти баночные. Здесь? Ну, пакетом это можно пакет убрать. Ага. Эти что, не ответили ничего? Не ответили. Просчитали и не ответили. Им нет. За леща. По пивку, друзья. Жарко. Вот так, братцы. Сегодня у нас Еще одну ложку надо. еще одну ложку. А, нет, вот же есть. Есть же, достал, да. Лучок, друзья, уже свой. Огурчики, кстати, свои. Помидор, правда, еще не свой. Помидор чуть попозже чуть-чуть будет. Ладно, что, рубаем. Жарко, правда, вообще ничего не лезет. Ну надо. Ну надо, потому что ночь-то наша. Надо перекусить. Пока сейчас без клёвия. Точку уже закормили. Щуку поймали. Рубаем. Сейчас прям там часть сделаем в котелке. Сегодня, друзья, прям заварного сделаем. И потом холодный чай будем пить постоянно, уже когда остынет. Как англичане. Да, Ричард, хороший чаек. Прям туда его, ребятки. Ну что, у нас малинки дикие. Ну, а подняться надо. Да. Там-то найдем. Просто подниматься, я смотрю, сбор не вариант. Ой, Там сожрут сразу. там сразу вынесут. В тень зайдешь, все. Угу. Опа. Пишу сверху.
О, пошел ароматик. Чувствуешь, братик? Сейчас убавляем и нормально. Смотри. О, друзья. Чефирочек, чефирок. Какой чефирок? Купец. Купец, да? Да. Чефир это не до чефира еще далеко. Ну, это понятно, что там. Чефир это пачка чая и водички чуть выше. В общем, ребят, заканчиваю видеоролик. Рыбалка у нас особо не задалась. Пробовали вечер, стояли, пробовали ночь, пробовали утряночку. Ну, к сожалению, ничего интересного. Да, мы не пустые, мелочушку половили, но особо рыбалка не задалась. Опять же, ребят, не переживаем. Здесь в большей степени был выезд по общению, по знакомству. Ну, естественно, рад, что приехал Дамир, мой корешок. Мы с ним познакомились именно в сфере интернета. А так получилось, что сейчас очень плотно дружим и периодически встречаемся и рыбачим. Хотелось подвести, ребят, итог. Рыбалка штука такая. Это не просто хобби, увлечение, у кого-то смысл жизни, у кого-то это даже заработок. А это такой процесс, ребят, что, ну вот многие, конечно, ожидают от рыбалки мешок рыбы, а у нас уже давно не так. В большей степени охота общения, общего движа, драйва и так далее. В общем, ребят, я всем желаю присоединяться к рыбалке, если вы еще этим не занимаетесь. Это отличное увлечение, отличное хобби для мужика. Неважно, живете вы в городе или в деревне. Так что, ребят, вперед на реку, лето. Все только начинается, все впереди. Я думаю, будут все шикарные рыбалки и так далее. Но и обязательно, ребята, имейте друзей, уезжайте с друзьями, все будет круто. Давайте, друзья, на связи, ребята. Всем мира, всем пока.